Ассаламу алейкум, наши жители района, наши сельчане. Вот я педиатр, Сулейман-Стальская, ЦРБ. Лето, у нас сейчас лето, время отпусков. Много очень приезжих за пределы Дагестана, с России. Опять-таки наши сельчане приезжают в родные края с детьми. Ежегодно, вот летом у нас начинают болеть дети. Что с ними? Рвота появляется, жидкий стул появляется, особенно у маленьких детей, которым действительно нельзя в таком обилии терять жидкость, потому что последствия плохие. Но наши приезжие, отдыхающие, в основном, что их манит? Море, фрукты, арбузы. И вот начинается такое дело, что дети начинают болеть. Очень много обращений к нам в поликлинику, очень много обращений. Стационары наши заполнены больными детьми. Вы все хорошо знаете, что сейчас море очень грязное. Прекрасно знаете, что вся канализация с больниц, с инфекционных клиник, все отходы туда идут. По-любому вы едете на море, вы сами знаете, что ребенок, не то, что вы специально его водите, чтобы накладывать, все равно хоть капля воды пойдет в ротик, уже ребенок готов к заболеванию. Очень тяжелые дети обращаются к нам. Случаи есть перевода ребенка в реанимацию даже. И вот мой совет, пожалуйста, старайтесь оградить от всего этого ваших детей. Не пускайте самостоятельно, чтобы они, особенно маленьких, по саду бегали, срывали, что им... дети есть дети, срывали ягоды немытые, эти фрукты кушают, им интересно. Зеленые недозрелые яблоки сейчас есть. Они вот это все кушают. Руки вовремя не моют, это все облизывают. И вот результат нынешней ситуации. Поэтому мой совет, я просто как педиатр, следите глаз и глаз за детьми. И никакого моря. Это моя просьба, если вы хотите, приехали со здоровыми детьми, пожалуйста, чтобы вы обратно с хорошим настроением поехали к себе домой, с такими же здоровыми детьми. У нас сейчас вот это главная проблема. И еще, сейчас у нас есть случаи коклюша. Если вы не знаете, что такое коклюш, это сильный кашель, удушающий, ребенок синеет, особенно опасно это для маленьких детей, и их очень трудно поддаются лечению, это заболевание. И такие случаи бывают вообще, я не то, что вас сейчас пугаю, с маленького грудного возраста до 2 лет, я уже и многим нашим родителям говорила, что результаты, исходы бывают смертельные. Так что вы старайтесь от таких детей немножко отдаляться. Больных детей, у вас родственники, конечно, все друг с другом видеться хотят, но когда заболеет ребенок, уже не до кого вам. Поэтому старайтесь ограничить себя, и прививаться надо. Я же говорю, все родители, которые дети болеют, приходят, все родители привиты сами. Будучи детьми, все, они сами знают, что они привиты. Пожалуйста, от коклюша и кори у нас сейчас, от коклюша, кори, приходите, делайте прививки или у себя на местах. Но это мы подвергаем смертельным заболеваниям наших детей. Чтобы все у вас на контроле было, следите за детьми, это самое главное. И еще, вы бы приехали в населенные пункты разные, кто в совхоз Гириханова, кто в Даркуш, кто в Минфыр, Ашагастал, Артастал и так далее. У вас везде есть медпункты, врачебные амбулатории. Там медработники. Вы, допустим, с дальнего, Даркуш,
Там хорошая амбулатория есть. Сразу обращайтесь туда. Вам окажут необходимую помощь. Если что-то дальше, ну, они не справляются или что-то помощь оказали, дальше уже второй этап сюда, в центральную больницу. Тут тоже комиссионно можем осмотреть, что к чему, решим. Но не оставляйтесь, сразу вы на скорую. На скорой то же самое делают, литическую или что, жаропонижающую. А вы пропускаете свой этот медпункт или врачебную амбулаторию и быстренько сюда стремитесь. Пожалуйста, имейте это в виду тоже. Вот теперь очень много поступлений у нас, инфекционное отделение, очень. Детей класть некуда уже, переполненное. Есть многих детей можно лечить на дому. Если с первых дней вы обратитесь к своим медработникам, результаты тоже хорошие. С первого дня, если начать лечение, и естественный результат хороший будет. Поэтому мы сейчас, я хочу предоставить нашей заведующей отделения Салихат Ахмедрасуловне, чтобы она рассказала сейчас о ситуации в инфекционном отделении и откуда в основном на данный момент поступают дети, с каких населенных пунктов. Пожалуйста. Спасибо за предоставленное слово, Зельфира Рамазановна. Да, действительно, как Зельфира Рамазановна сказала, поступление детей есть. Ни одно, ни два, а более 60 больных поступило в инфекционное отделение с 1 числа, с 1 июля. Помимо детей поступают также и взрослые. Хочется отметить, что взрослый контингент тоже есть с кишечными инфекциями. Взрослые люди у нас, конечно, больше идут как с отравлениями. В основном они идут после свадеб, после мероприятий, в которых они собираются с родственниками, с близкими и так далее. Поэтому хотелось бы отметить, что раньше, если первые дни поступали дети с Юхаристала, с Ортостала, то сейчас дети поступают больше с Ашигастал-Казмаляра. Есть дети с центра Касумкента. В общем, с участков разных дети есть. Но факт остается в том, что дети идут с одной клиникой, с рвотой, с жидким стулом и с температурой. Дети слабеют быстро на глазах, потому что дети – это такой контингент, который быстро восстанавливается, также и быстро ухудшается их состояние. Поэтому хочется предупредить, хочется сказать родителям, прежде всего мамочкам, при появлении малейших симптомов острой кишечной инфекции, таких как рвота, жидкий стул, высокая температура, тошнота, вы видите, что ребенок не пьет, не кушает, отказывается от еды, или же наоборот, он хочет, но при этом дает рвоту, обязательно в первую очередь обращайтесь к своим участковым педиатрам, также и взрослым участковым терапевтам. Не игнорируйте, старайтесь проконсультироваться, даже если по телефону, но старайтесь обратиться в первую очередь к участковым педиатрам. Дайте до обращения даже к педиатрам, мамочки, убедительная просьба: поите своих детишек. Дети поступают обезвоженные, дети поступают уже на руках совсем никакие. Поэтому и есть у нас и переводы в реанимацию, и мы выхаживаем таких детей, но старайтесь, поите детей с простой, обычной кипяченой водой. Старайтесь через каждые 5-10 минут по чайной ложке, не стаканами, не бутылками, через каждые 5-10 минут либо чайной ложкой поите, либо глоточками, чтобы ребенок пил, если он постарше. От вашего контроля зависит очень много. От того, чем питается ребенок, зависит очень много. Старайтесь не давать лишнее, если уже появились симптомы. Лишнее имеется в виду из питания. Фрукты, овощи. Да, ребенок хочет, ребенок плачет, но старайтесь этого не делать. Ребенок захочет, но даст то же самое рвоту, либо участится у них жидкий стул. Поэтому старайтесь не давать. От питания и питья зависит очень много. Есть такие детишки, которые от одного ухода больше 90% случаев зависит выздоровление их. Даже от тех медикаментов, которые мы делаем, и даже от тех капельниц, которые делают. Сейчас пошло очень такое среди наших мамочек, в основном, что капельница, она лечит от всех болезней, грубо говоря, конечно, но это не так. Поймите, капельница, да,
В том случае, если ребенку необходимо, да, сделают, он прокапает, восстановится. Но в том случае, есть такие случаи, в которых ребенок не нуждается в капельнице. Для них капельница это немножко и психологический фактор, поймите. Чем капать давать, если ребенок пьет, дайте пить. Обязательно дайте пить. Ребенок жаждет, у ребенка сухие губы, но мамочки просят, требуют. Нельзя, девочки. Поймите, ваши дети, для них это немножко действует на психику ребенка, эти капельницы. Они приходят больше в возбуждение даже от этих капельниц. Поэтому старайтесь, дайте пить ребенку. Да, в случае, если необходимость, мы уже решим, как сказала Зильфира Рамазановна, и комиссионно решаем, капаем, сделаем, вылечим, иншалла. Вот. Насчет капельниц, следующее хотелось бы мне сказать, чтобы защититься от инфекции, острых кишечных инфекций, старайтесь давать детям пить кипяченую воду, особенно в этот период, летний период. При покупке продуктов обращайте внимание на их сроки годности. Тщательно мойте фрукты и овощи, а желательно обдавайте крутым кипятком фрукты и овощи перед употреблением, особенно детям. При приготовлении пищи не допускайте контакта сырых продуктов с готовыми продуктами. И при приготовлении самой пищи тщательно обжаривайте, тщательно доваривайте пищу. Необходимо также не используйте для питья воду из случайных природных источников. Не все источники могут быть с пригодной водой. Не употребляйте скоро портящиеся продукты. Это салаты, молочные продукты, изделия с кремом. Особенно это касается мероприятий, на которых любят собираться все родственники. В общем, и вся эта еда в такую жару, вы прекрасно знаете, с чем может это обернуться. Не избегайте купания в водоемах. Да, Зильфира Рамазановна попросила, насчет моря сказала, очень много детей, которые поступают после моря. Очень много детишек. 90% они поступают после моря. Либо есть дети, которые прошли после моря, перенесли в легкой форме, но заразили своих родственников. Но они уже переносят в более тяжелой форме. Поэтому они могут переносить как бактериальную, так и вирусную инфекцию. А сейчас они идут как микс инфекции, бактерий с вирусами. Они проходят более тяжело. Поэтому болезнь легче предупредить, чем лечить. Следите за своими детишками. И в случае возникновения симптомов обязательно обращайтесь к участковым врачам. Большое спасибо, доктор. Очень подробно вы рассказали. Я думаю, наши мамочки тоже смотрят сейчас эфир наш. И какие-то, наверное, себе выводы сделали. То, что они могли бы сделать, не сделали. И итоги такие, нежелательные. Поэтому вам все разъяснили. Большое спасибо, хорошее разъяснение, мне понравилось очень. Сейчас мы тоже нашему райпедиатру Сайхе Керимовне дадим слово, обобщение всего этого. Пожалуйста, Сайха Керимовна. Спасибо, Зильфира Рамазановна. Да, уважаемые зрители, очень насыщенно, очень хорошо, подробно вам объяснили, какая ситуация у нас сейчас в районе. Я не скажу, что прямо у нас критическая ситуация, но мы хотим предупредить, мы не хотим, чтобы ваши дети, наши взрослые не болели. С этой целью организовано это выступление. Что я еще раз повторюсь, для всех жителей нашего района, приезжих, местных, запомните, что в каждом населенном пункте у нас есть участковые врачи, участковые терапевты, участковые педиатры. И большая просьба от всех наших врачей, от нашего руководства обращаться сразу же, как вы поняли, что ваш ребенок болеет, обращаться к участковому врачу и начинать рекомендации, то, что этот врач даст. Но в случае, если идет ухудшение у ребенка, вы опять же предупреждаете этих врачей, и они уже решают, дальше вас направлять в стационар или не направлять. Это раз. Для всех приезжих, опять же повторюсь,
Вы должны знать, кто у вас там на участке работает. Вы должны дать им знать, что вы приехали в этот населенный пункт, чтобы они держали тоже вот вас под контролем. Сейчас наши медсестры патронажные, наши врачи ходят, вот делают подворные обходы. Некоторые вот жалуются, медсестры, что даже двери не открывают. Вот такого, уважаемые наши граждане, чтобы вот такого не было. Наши врачи стоят на страже здоровья наших детей, нашего взрослого населения. И будьте добры, обращайтесь к врачам, не надо вот какое-то мнение о ком-то, чем-то. В первую очередь вы обратились к участковым, они звонят нам, допустим, сюда, общаются с нами, они говорят нам, стоит этого ребенка укладывать или взрослого. Вот, сейчас у нас вот как бы модно стало, вот, особенно приезжие, никому не обращаются, приезжают на скорую помощь и начинают качать свои права. Вот это все неправильно, так не должно быть. Вот вы приезжаете, допустим, к своим родным, к своим, пожалуйста, привозите документы ваших детей. Без документов, вот я не понимаю, как можно приехать с маленьким ребенком, не имея на руках документов. Вы приезжаете без документов. И нам приходится тут, там искать. Для того, чтобы госпитализировать вашего ребенка, нам нужны ваши данные, ваши документы. Вот это тоже имейте в виду. Вот. Что еще хочу сказать? Вот здесь доктора вам вот понятно объяснили. Море, да, конечно, это хорошо, это вы, конечно, все в основном живете на севере, приезжаете, на море вы хотите, но ограничивайте ваших детей, пожалуйста, вы, вот хотя бы вот мой такой совет небольшой, поехали на море, приехали, быстренько искупали в чистой воде своих детей, дали кипяченую водичку, можно дать, допустим, немножко полисорб. Он адсорбирует на себя, если что-то попало в желудок ребенку, адсорбирует. Вот. Это не панацея, конечно, но хотя бы вот такие профилактические мероприятия вы должны делать. Это очень важно. И вот то, что здесь сказали, поить детей, это на первом плане. Вот, в основном все мы сказали, объяснили. Хочу сказать большое спасибо нашим докторам тоже, которые трудятся с утра до ночи. И цените, пожалуйста, этот труд, обращайтесь, мы всегда готовы помочь вам.